Ну-ка, давай, рассказывай. По ситуации во Фрязево. Во-первых, я выражаю соболезнования семье погибшего Ильи. Крепитесь. Во-вторых, как оно все было на самом деле. Там уже этого таджика записали в герои-мученики. Заступился за бабушку, за русскую девушку. А этот таджичонок оказался не так прост. Он состоит в группах так называемый чистый ислам. Это та, что с черными флагами. Кто не знает, загуглите. Но это ладно. Следствие, так сказать, разберется. Во-вторых, как оно было все на самом деле. Факи и непристойные выражения ребята показывали своей знакомой девушке в окно. Никакой бабушки, никакой незнакомой женщины там не было. И ни за кого этот таджик не заступался. Ему просто не понравилось поведение этих ребят, для которых общение вот именно с этой девушкой является нормой. И никто никого не обижал. Далее, таджичонок подошел к ним. Они вышли все. Драка была 1 на 1. Таджик эту драку не вывез. Они разошлись, все миром, типа даже пожали руки, и таджик ушел, не имея никаких претензий. После он вернулся уже вдвоем, с каким-то мужиком непонятным. С ножом и сзади напал на парня Илью. Бахнул ему по горлу и в почки. После этого другие ребята уже залили его перцем и стрельнули из сигнальной ракеты. У вас не получится сделать мученика и героя из убийцы. Во-первых, героя его никто не записывает. Во-вторых, в каких группах состоял ваш Квасик, надо сначала проверить. С какими группами лиц он там ходил. И да, то, что таджичонку, как ты говоришь, не понравилось, как себя вели эти ребята, это правильно. Это есть в каждом менталитете. Это называется интеллигенция. И в-третьих, давай тогда, ты же говоришь то, что он, и в него выстрелили после того, как он нанес, значит, удары ножом. После этого выстрелили. Тогда почему, когда эти ребята заходят в автобус, у него здесь кровь? Потому что ему до этого выстрелили. Никаких рукопожатий, ничего там не было. Не надо людям заливать чушь. Никто из него героя не делает. Но вы из Квасика своего, который вообще состоит в группах, где фашисты, скинхеды, из него хотите сделать героя. Не получится у вас это сделать. И не получится у вас перевернуть так, что чисто таджик был виноват. Нет, там обе стороны виноваты. Но первая сторона, которая вела себя непристойно, как раз таки и виновата в том, что произошло. Вели бы себя нормально, ничего бы не было. И все. И теперь вопрос остается. Ладно, таджика посадили, этот погиб. А где эти очкошники? Почему с них никто не спрашивает, почему вы дали убить своего кента, там, братишка, там, воин, как они их, наша раса, что они только там не пишут? Почему вы позволили убить его? Что, душка не хватило, да, против ножа пойти? Конечно, не хватило. Вы эти, блин, себе натягиваете чулки женские на морды, прячете свои в собственной стране, и ни хрена у вас душка нету.